Понедельник – день тяжелый, и это относится не только к офисным работникам, но и спортсменам. Воспитанники бойцовского клуба Inkfighter после напряженной трудовой недели в зале вновь вышли на очередные тренировки. Самбо, панкратион, рукопашный бой, борьба, ММА. В этом зале собраны спортсмены самых разных стилей, но одна общая черта у этих ребят все-таки есть. Это неуемное желание работать в поте лица, чтобы доказать свое превосходство над соперниками. Для того, чтобы встать на первую ступень пьедестала почета, нужны упорные тренировки и полная самоотдача. Но и один из главных компонентов – умение слушать тренера. Голова вот здесь, вот, больше. И руку как можно выше, вот здесь. Здесь можно поднимать вариант микс. Сейчас просто походим. Вот. Показываем. Да. Можно вот переходить. Мы просто проходим вправо. Сразу Надо скрыть подбивать, да, на чего? Аккуратно просто подбиваем эту руку, встаем. Во время месяца Рамадан тренировки здесь, как и в других спортивных секциях республики, не прекращались. Сейчас, когда месяц поста завершился, занятия можно возобновлять в прежнем темпе. Да, только можно вот пойти, вот, можно поле подвигать. Когда человек язык на скорость проходит. Это будет что-то имя еще ездить, вот, ножом чуть подвигали. Обычно а что ухо и хагрет ты будешь уже проиграть дальше. Поэтому можно оторваться. Ваха, как мы знаем, месяц Рамадан уже завершился, очень тяжелый для спортсменов, потому что они тоже тренируются, несмотря на пост. В каком функциональном состоянии сейчас твои подопечные? Есть ли какие-нибудь соревнования, к которым вы готовитесь? Да, месяц Рамадан по воле Всевышнего закончился. Несмотря на то, что мы все почти ребята держали УРЗО, мы каждый день тренировались. Не такие, конечно, усердные тренировки, но мы форму поддерживали. Поэтому сейчас после Рамадана сразу вышли, никаких выходных не было. В отличной форме ребята тренируются, как вы видите, полную силу сейчас. Набираем обороты, короче, с каждым днем. Касаемо предстоящих соревнований, есть ли какие-нибудь? Вот, касаемо турниров, сейчас 27-го у нас в этом месяце должен быть чемпионат республики по рукопашному бою. У нас раньше не было, как я помню, таких турниров. Вот это новый, наша республика это новый вид. Сейчас будет чемпионат республики. Потом, я думаю, уже отбор СКФО России пойдет. Вот туда мы готовимся. Еще у нас в начале июля, да, выездной турнир должен быть. Это в Хасавюрте, скорее всего, будет. Туда мы тоже мощную команду готовим. Итак, ребята у нас, которые на панкратионе отобрались на мир, на Европу, у нас должны в августе вот так выступить. И один пацан у нас, Зауров Тамерлан, отобрался на чемпионате СКФО по грэпплингу. Он на Россию должен поехать в августе тоже, да.
Вот такие старты у нас, поэтому все больше и больше трудимся, работаем, готовим ребят. Показать технико-тактическое действие, проконтролировать его правильное выполнение и следить за тем, чтобы темп у ребят не падал. За всем этим тренерский штаб успевает пристально следить. Вместе с тем Ваха Шанхоев и Муслим Кациев сами поддерживают физическую форму. Так, сегодня у нас день вольной борьбы. Отрабатываем чисто борцовские приемы. У нас ММА, поэтому так не как в вольной борьбе у нас все равно все. Мы в основном проводим такие броски, в которых нам будет удобно соперника добивать. Вот такую работу мы сегодня проделываем. Профессиональные бойцы ММА знают, насколько вот именно база борьбы важна в смешанных боевых единоборствах, потому что там развивается выносливость, давление постоянное на соперника. Объясняете ли вы это ребятам, как они к этому относятся, насколько они ответственно к этому относятся? Ну, мы всегда стараемся им об этом напоминать, чтобы они не забывали об этом. В любом случае, у ударника именно в борьбе мышцы послабее, а вот борцовские мышцы во время ударки быстрее устают. Поэтому всегда стараемся им об этом напоминать, и что во время боя они рассчитывали свои силы там, на все 3 раунда и поминутно разделили свои силы. Спортсмены клуба Inkfighter уже доказали, что являются одними из самых перспективных в нашей республике бойцов. Всевозможные соревнования всероссийского и окружного масштабов это подтверждают. Чемпионат мира ждет по Панкратиону. Баку халежи в начале или конце сентября. Духа борьба юох. По базе ударник юлуш борьба духа юох. Функционал борьба. Ну, ist разник, eigentlich стойка готовишь, партнер готовишь, полушь. مثلا قاموا قال لي تيبر رازن سبارين بارتنر شو ديكا داس حنا شو دوقا نحرم بقى دوقا ستيلي جوز جون ديكا حيسافر نبوز اخو قيسرين ما يشكوش شو فخت سنغلات ديكا خلي دوقا ملبو شارتساليت اللي تحنس وتشغلنا دوقا ملبو تشغلنا опыт набираться до шиши стиля хаште подтягиваются до разных стилей же но сам подтягиваются. Кто-то уже отборолся и готовится к предстоящим схваткам более высокого уровня, другие только начинают тренировочный процесс, но самоотдача у каждого из этих ребят абсолютно одинаковая. Это был турнир по грэпплингу, я выступал в весовой категории 55 кг. Как ты готовился к этому турниру? На что говорили твои тренеры? Делать тебе акцент, может, на функционалку, может, на борьбу? Над чем вы работали больше всего? Мы работали над болевыми. Есть ли сейчас какие-нибудь соревнования, к которым ты готовишься, или после Рамадана просто пока приходишь в форму все-таки? Турнир пройдет 30 июня, это будет в городе Хасавюрт. Соперники будут сложными, с разных республик, например, с Дагестана, с Чечни. Какую цель ты перед собой ставишь на этом турнире? Может, все-таки золото или остановишься на серебре? Да, я постараюсь занять первое место. Форма нормальная, отличная у меня форма сейчас. Без изменений даже можно сказать лучше. Потому что месяц Рамадан у меня ушло 2-3 килограмма и как-то стало легче. Касаемо вот предстоящих соревнований, есть ли какие-нибудь турниры, к которым ты готовишься? Расскажи о них немного, если есть. Ну, я сам базовый ударник, и поэтому мы с тренерами делаем больше акцент на борьбу, на грэпплинг, и поэтому больше акцент на борьбу. Ударка, функционалка, работа в партере. Каждый компонент требует детального анализа. Все по полочкам раскладывают в ходе своего рода мастер-классов. Сегодня день борьбы. Это один из самых важных аспектов подготовки любого бойца ММА. До сих пор были отработки, кое-какие моменты показывал, броски. Вот. Сейчас уже пойдут в дальнейшем схватки, будут это уже на выносливость, на борьбу чисто. И в конце доработаем, конечно, на функционалку поработаем обязательно. Пару раундов уделим этому тоже, доработку сделаем обязательно. Среди воспитанников бойцовского клуба Inkfighter не только опытные спортсмены, уже не раз завоевывавшие престижные награды на соревнованиях, но и начинающие бойцы. Для каждого из молодых ребят, что приходят в этот зал, важно видеть достойные примеры усердной работы. Рамзан, расскажи нам, как давно ты посещаешь клуб Inkfighter, как ты оказался здесь вообще? Я занимаюсь в клубе Inkfighter уже год, и мне здесь нравится заниматься.
А кто тебя сюда отдал, в эту секцию? Может, ты сам узнал об этой секции, решил записаться к Муслиму Кациеву, Вахе Шанхоеву, или все-таки отец, кто-нибудь поспособствовал этому? Нет, я сам захотел прийти в этот зал, посетить его и тренироваться здесь. А до ММА чем-нибудь еще занимался ты? Может, у тебя база вольная борьба, может, бокс ты ходил, дзюдо занимался? Занимался я боксом и дзюдо. А какие цели ты перед собой ставишь в этом зале? Куда планируешь поехать? Есть ли какие-нибудь соревнования, к которым ты готовишься? Ну, хочу стать профессиональным чемпионом, но для этого надо тренироваться. Над чем тебе вот говорят твои тренеры работать сильнее? У тебя функционалка, может, чуть-чуть хромает, или все-таки над техникой надо поработать? Я думаю над функционалкой, потому что бокс я хорошо знаю. Ну, надо немножко потянуть борьбу. Ну и касаемо вот вашего зала, эти ребята для тебя являются, наверное, братьями, потому что ты уже год с ними тренируешься. Как вы друг к другу относитесь? Как к тебе здесь относятся? Относится ко мне хорошо. Все, пожелай что-нибудь нашим зрителям твоего возраста, чтобы они, может, тоже занимались спортом. Приходите в зал Inkfighter, занимайтесь и можете стать чемпионом. Клуб ставит перед собой самые высокие задачи, но вместе с тем здесь остаются реалистами. Нужно как можно больше опыта ребятам, делятся в тренерском штабе, а с дисциплиной проблем никаких нет. Вот бойцовский клуб Inkfighter ваш открылся совсем недавно, но уже на республиканском уровне, на СКФО уровне вы уже громко заявили о себе. В перспективах какие у вас планы, в каком направлении планируете развиваться дальше? На данный момент мы планируем развивать именно любительское ММА, чтобы парни набирались опыта. Со временем, уже после 22 лет, мы планируем их выставить на профессиональный ринг, те, которые уже готовы. Все равно, несмотря на возраст, есть, которые будут готовы к этому, а некоторые не будут. Поэтому будем стараться пока развивать любительское ММА, самбо, панкратион тоже, а потом уже выставлять на профессиональный ринг. Что касается тренерского штаба, Ваха Шанхоев и Муслим Кациев в Ингушетии бойцы известные. Они уже выступали под эгидой профессиональных бойцовских организаций. В настоящее время по причине травм у Вахи Шанхоева небольшой перерыв. Но в скором времени, как уверяет боец, будут хорошие новости. Я неоднократно говорил, у меня была серьезная травма была ноги. Вот, потом последовали операции, эта задержка была неприятная, но все по воле Всевышнего. Я восстановился, уже почти год, наверное, прошу бой дать, вот, никак не могут организовать там или здесь бой. Говорили, на Битых горах будет бой, как-то отменился тоже этот турнир. Не турнир, а мой бой именно на этом турнире отменился. Вот сегодня буквально разговаривал до тренировок. Ну, обещали, в августе будет намечать 2 турнира М1. Вот, ну, сказали, на август уже готовится. Или начало будет, или конец августа. Вот, иншаллах, думаю, там я точно уже выступлю. Я готов, я тренировался. Вот, думаю, показать хороший бой. Раз уж заговорили на тему битвы в горах, мы все знаем, что проводить бои в горах, проводить сборы в горах тяжеловато, но это очень хорошо влияет на функционалку. Моусар Евлоев, наши другие бойцы не дадут соврать, что это очень важно. Если у тебя будет возможность вывести своих ребят на сборы в горы, воспользуешься ли ты ей и насколько такие сборы важны, по твоему мнению? Да, в горах это, я не знаю, я много где был и на сборах, и так ездил, на тренировки ездил. Я нигде не видел лучше мест, чтобы подготовить бойцов, любого спортсмена, чем наши горы. Единственное, там с залом были проблемы. Мы туда много раз ездили, я там пару раз сборы проводил, когда в начале выступал. Естественно, даже не в самых лучших условиях я бы с радостью туда поехал с ребятами. У меня и первая смена здесь тренируется с 4 до 6, младшая. С радостью бы поехал, потому что это, я не знаю, это рай для спортсменов, можно сказать. Такое место, такая природа, горы там. Это такое еще поискать надо. В клубе секции разбиты по возрастным категориям. Младшие ребята тренируются с 16 до 18 часов, старшие с 18 до 20:00. Здесь понимают, секрета успеха нет, есть только ты, твои партнеры по залу и тренерский штаб. Если все это будет работать в одном направлении, то и победы не заставят себя долго ждать.